Поверил, к примеру, Министерству обороны Украины лейтенант Влад Якушев, начальник пресс-службы 14-й отдельной механизированной бригады, которая прямо сейчас находится на передовой в районе Марьинки. Это он устроил скандал. Он опубликовал в своем блоге рассказ о том, что солдатам на передовой не платят боевые. Мобилизованного журналиста со Львова Владислава Якушева сегодня в Министерстве обороны знают многие. Боец в своем блоге разоблачил сразу несколько бюрократических схем в армии. Свои слова подтвердил документами. Рассказал о невыплате обещанной 1000 гривен за участие в боевых действиях и о том, что за потерю амуниции на фронте бойцы будут выплачивать компенсацию в 10-кратном размере. После статьи Влада немедленно забрали с передовой, запретили давать комментарии и командировали в Минобороны на экскурсию. Вот этот шум, который поднялся из-за моей статьи, значит, организовалась комиссия, и она поехала к нам в бригаду выяснять вот эти вот все вопросы. Ведь обещанной боевой 1000 не видели не только в 14-й бригаде. Из-за сложной процедуры получить деньги фактически невозможно. Ну, за 8 месяцев на передовой, значит, наша бригада этой 1000 не видела. Никто, ни один человек. И не видели в 93-й бригаде, которая на передовой. Задается масса наводящих вопросов, значит, на которые ответить невозможно. Например, говорю, задается вопрос, а как вы можете доказать, что участвовало именно это количество людей? Вот. Откуда вы знаете, например, что стреляли все, например, а кто-то, может быть, не стрелял? Значит. Закончился бой, значит, до 6 часов утра надо привезти уже готовые эти все документы. По дороге в штаб главное не потерять каску стоимостью 3000 гривен, иначе при демобилизации придется отдавать 33. Если себестоимость каски 3300, например, то почему солдат должен дать 33 тысячи гривен? 33 тысячи гривен – это то, что он зарабатывал за год, воюя в АТО. Но вдруг что-то случилось, его вызвали в Киев, выслушали в Генштабе и обещали все исправить. Солдат поверил и приехал. После недели переговоров в столице Влад вернулся в зону АТО. Уже без него мы отправились в Генеральный штаб Вооруженных сил, чтобы узнать результаты работы. Что касаемо выплат боевых 1000, на сегодняшний день документ, который регламентирует и детализирует порядок выплат боевых 1000, находится на согласовании в Минюсте. В ближайшее время мы ожидаем позитивного решения для того, чтобы по этому документу работать. В Генштабе уверяют, бойцам станет не только проще получить деньги, но и за утерянные вещи будут платить меньше. Правда, дату, когда это произойдет, не называют.